Однажды отец Михаил спустился в деревню с поросшего лесом горного склона, исцарапав при этом руки и ноги. И когда испуганные жители деревни спросили его, чего он ищет, он сказал: «Христос ищет ваши души». Сегодня день памяти, 5 сентября, день памяти протоиерея Михаила Чевалкова, одного из великих сыновей алтайского народа. Он был учеником двух святых, и преподобного Макария Глухарева, и был сотрудником святителя Макария Невского. Участвовал в создании алтайской грамматики, письменности, участвовал в переводе Священного Писания на алтайский язык, и на алтайском языке Священное Писание, Евангелие, было напечатано на 10 лет раньше, чем на русском. На алтайском в 1865, а на русском в 1875 году. 10 лет. И вот протоиерей Михаил Чевалков, еще будучи юношей, он познакомился со святым Макарием, долго помогал ему, был толмачом, переводчиком в миссии. Вот. И потом, уже придя в возраст определенный, он стал священнослужителем, священником, и стал первым писателем, который писал именно на алтайском языке. Он делал много переводов, но основным его трудом является книга, которая называется «Жизнь Чевалкова. Чобулкоптын Тюрюм», а в русском переводе называется «Памятное завещание». Там он рассказывает о своем духовном пути, о своих встречах, о том, что он переживал, находясь в алтайской духовной миссии. И, конечно, у него много талантов. Он и писатель, он и переводчик, он и дипломат, который способствовал, чтобы две волости, нынешний Лаганский район и Кошегачский район, присоединились к России. Это было в 60-х годах 19 века. Но прежде всего протоиерей Михаил Чевалков – это благовестник, человек, чья жизнь посвящена Богу, и он возвещал о Христе своим братьям, своим, односельчанам, да, и тем своим землякам. В селе Ангудай, возле церкви Троицкой, возле Троицкой церкви, есть вот такая небольшая сень. Небольшая сень. И здесь погребен протоиерей Михаил Чевалков. Здесь указана дата 1817-1901. Да. Здесь еще есть могилочка другого благовестника, миссионера и романаха Платона. В этом году 150 лет со дня его кончины. Батюшка, он тоже алтаец же был? Нет, да? Этот был русский. Вот понял. Русские алтаец, они рядом находятся. И мы с большим почтением относимся к памяти протоиерея Михаила Чевалкова. Да. И, в общем-то, я так скажу, что сейчас собраны документы и поданы в комиссию по канонизации святых Священного Синода. И мы надеемся, что со временем протоиерей Михаил Чевалков станет не только первым алтайским писателем, не только первым алтайским священником, но и первым святым из алтайцев. Будем все об этом молиться. Царство Небесное и вечный покой протоиерею Михаилу Чевалкову. Господи, дай нам последовать его пути искреннему, прямому, пламенному, его пламенной вере, и его наследовать дело и благовестия Христова. Помоги, Господи, трезво мыслим, трезво живем.